Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В Татарстане пожароопасный период оправдал свое название уже в эти выходные. За последние 2 дня было зафиксировано 18 случаев возгорания сухой травы. Социальные сети пестрели видео и сообщениями о горении сухостоя. Пожары зафиксировали в Зеленодольске, Лаишево, Чистополе и Казани. В некоторых местах огонь уничтожил посадки и постройки. И сегодня для защиты лесникам передали 18 единиц спецтехники. В какие лесхозы они отправились в первую очередь и как министр оценил готовность к пожароопасному сезону, расскажет Илья Хайрудинова. Вон все это смородина были, это малина, все вот там вокруг. Небольшой огород, летний домик и мотоцикл Хамат Вали Каюмова превратились в пепел. 87-летний пенсионер на этом дачном участке выращивал то, что потом вся семья ела зимой. Теперь, говорит погорелец, придется обойтись без овощей. Я только вот посадил, понимаешь, пошел обедать. И кричат мне оттуда: у вас, говорит, этот дом горит. Для меня, конечно, 90-летнего человека, значит, всю ценный. Как говорят очевидцы, огонь на его дом перекинулся с поля. Здесь накануне днем горела сухая трава, а потом пламя охватило ближайшую лесопосадку. Пониз вот так, вот где сосны. И это, туда прям, ага, и сюда вот так. И вот до сюда вон дошло. Выходные выдались в буквальном смысле слова жаркими. Горела прибрежная зона Казанки. Это территория так называемой русско-немецкой Швейцарии. Сухостой горел в Лаишевском районе, недалеко от поселка Тангачи. В Чистополе огонь с сухой травы перекинулся на садовые дома. В Татарстане уже зарегистрировано свыше 73 фактов возгорания травы и мусора. Только система космического мониторинга зафиксировала 36 термических точек. Президент Рустам Минниханов в субботу поручил главам районов принять все меры защиты. Местные власти должны смотреть, но это же лес. Хорошо, что быстро отреагировали. Надо нам посмотреть, если есть какие-то угрозы, если вот погода будет такая, может ограничить нам доступ к лесным массивам. Мы сегодня получили вот такой автомобиль. Вот это у нас емкость для воды. Тут мотопомпа стоит. Теперь у лесников республики есть все необходимое для сохранения леса. Сегодня 18 лесхозов получили спецтехнику. Бензомоторная пила, воздуходувка, зажигательный аппарат, портативные метеостанции и УАЗы. Все это отправится и в Болгарский лесхоз. Там лес граничит с Ульяновской областью. У соседей были очаги возгорания. У нас такого не было. И это очень хорошее подспорье. При обнаружении лесного пожара, любого пожара, это, считай, все готово стоит, и можно добираться в любое место. Это только с виду обычный трактор. На самом деле это лесопожарная техника. Трактор оснащен специальной цистерной. Ее объем 3 тонны. Этого, конечно, достаточно, чтобы потушить локальное возгорание. Спецтехника закуплена по национальному проекту «Экология». На это потратили почти 190 миллионов рублей. Угроза очень большая, тем более, видите, какие ветреные дни стоят, погоды. И сегодня по большому кругу у нас как раз патрулирование осуществляет самолет по территории лесного фонда, согласно нашему контракту. Сейчас в лесах республики дежурят 700 человек, и у них на вооружении 362 единицы техники. В случае возникновения ЧС на борьбу с лесными пожарами могут привлечь средства МЧС. Алия Хайрудинова, Наталья Мезина, Алмаз Зейдинов, Вадим Илларионов, ТНВ, Татарстан. В Набережных Челнах разгорелся конфликт между 2 управляющими компаниями. К нам в редакцию обратились жители из 65-го микрорайона. Они просят разобраться в вопросе смены управляющей компании. Был Ешлек-фон, стал Уютный двор. Жильцы начали получать счета-фактуры от новой управляющей компании, хотя в документах о смене организации, говорят, стоят не их подписи. Люди уже написали обращение в Следственный комитет, прокуратуру, несколько дел в судах. В домовом разделе разбирался Салават Мухаммадуллин. Подпись фальшивая. Фальшивая подпись. Это законно? Так, без распростертых объятий, жители дома 6501 встретили новую управляющую компанию «Уютный двор». Это их первая встреча, и она началась с конфликта. По словам жильцов, они не подписывали соглашение о переходе в новую УК. В бюллетене совершенно чужая подпись, даже близко не моя.
Вообще шокирована эта ситуация. Я даже и не знала, что мы ушли в уютный двор-то, оказывается. 30 октября бюллетень я подписала, когда я даже на свадьбе была у сестры в Самаре. А я подписала бюллетень. Как оказалось, не согласны с переходом в новую управляющую компанию и некоторые жители еще 3 соседних многоэтажек. У них такие же вопросы. Плюс собственники начали получать счета-фактуры от новой УК. В итоге финансовая неразбериха. Здесь стоит подпись, якобы от моего имени, она не моя. Это то, что вы переходите? Да, да. И у всех, у многих. И у нас большинство это в доме. Жители очень обеспокоены тем, куда ушли их деньги. То есть они ушли организации, которая фактически работы никаких не вела здесь. Всего в этой истории пока 4 дома. Все они были под управлением Яшлекфон. В этом году в Госжилинспекцию республики поступили документы, где собственники жилья уведомили о смене управляющей компании. Собственники приняли решение, что они будут управлять уютный двор. Передают в уютный двор. Уютный двор нам представляет, новый лицензиат представляет нам уведомление со всеми документами о том, что вот собственники приняли такое решение там, и так далее, и так далее. При этом должен и уведомить старую управляющую компанию. Мы рассматриваем эти документы, проверяем, какие нарушения есть, говорим, если кворум есть, мы принимаем решение перевести новую управляющую компанию. Сейчас в законности переводов домов и проведении общих собраний разбираются суды. По дому 6510 иск жителей удовлетворен. 4 марта суд постановил, что решение о переходе в уютный двор недействительное. Собственники данного многоквартирного дома не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания. При расчете кворума организаторами собрания была занижена общая площадь помещения многоквартирного дома. Сторона истца представила заявление 67 собственников данного дома, в которых указано о том, что они не принимали участие в голосовании. Представитель ГЖИ и РТ в судебном заседании подтвердил наличие данных заявлений, которые были направлены в правоохранительные органы для установления факта фальсификации голосования в ходе указанного общего собрания. При этом иск жильцов другого дома 6501 с такими же жалобами в минувшую пятницу городской суд отклонил. В итоге обе управляющие компании собираются обжаловать решение в Верховном суде. Просто идет в наглую. Экский захват. Мы вместе с жильцами будем отстаивать и их права, и наши. От жителей 65-го комплекса были обращения к нам о том, чтобы их дома перешли в управление к нам. Мы не имеем права собирать какие-либо подписи в бюллетенях, и мы не имеем права какие-то протоколы составлять в соответствии с этим, и комментировать этот вопрос я не могу. Окончательное решение за Верховным судом республики. Тем временем жители уже обратились в прокуратуру и Следственный комитет. Мы будем следить за этой историей. Салават Ухмадуллин и Шатайпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Отсутствие дорог, освещения улиц, ливневых канализаций, городского водоснабжения, еще нехватка школ и детсадов. Все это общие проблемы жилых массивов в Казани. Сейчас вокруг столицы 97 поселков. Социальные и коммунальные инфраструктуры не успевают за развитием города. Комплексное развитие территории обсуждали сегодня на совещании в мэрии. Главы районов доложили, что сделано и что предстоит. Как собираются стирать границы между городом и поселками, спросила Вероника Гайнудинова. Проедьте, посмотрите, вот здесь есть дороги. И так на всех улицах. Это поселок Вознесенское в Советском районе Казани. Основной вопрос, который здесь беспокоит жителей – ремонт дорог. Старые деревни без асфальта, и все остальные улицы, они без асфальта. Здесь их не было, и никто-то... Люди делают за свои деньги. Дороги очень убитые, ямы. Люди жалуются, и кто на автобусах ездит, кто на общественном транспорте. Ну, в смысле, на своих машинах. В поселках Советского района 382 километра дорог, и половина из них грунтовые. В этом году здесь запланирован ремонт 6 участков в 6 поселках. Самое большое количество жилых массивов в Казани в Советском районе – 41 поселок, и проживает здесь 51 тысяча человек. По количеству жителей можно сравнить с Заинским районом Татарстана. А это уже наглядное сравнение социнфраструктуры этих районов. Возьмем, к примеру, количество образовательных учреждений. В Заинском районе 21 детский сад и 23 школы. В поселках Советского района 11 садиков и 4 школы. В текущем году планируется завершить строительство дошкольных учреждений на 140 и 260 мест в жилых комплексах, находящихся в шаговой доступности к жилому массиву Константиновка.
В настоящее время существует потребность в строительстве образовательных учреждений в жилых массивах Вишневка и Привольной. Отсутствие освещения большинства улиц, неблагоустроенные площадки для сбора бытовых отходов, отсутствие ливневой канализации и износ сетей городского водоснабжения. Общие проблемы жилых массивов. На сегодняшний день износ сетей в некоторых поселках достигает критической отметки. Для оперативного реагирования на возникающие аварийные ситуации важным направлением является передача бесхозяйных сетей в МОВ-водоканал. Сегодня в Казани 97 поселков. Большинство из них присоединили к Казани в 2007 году. За эти годы пригород разрастается, а вот инфраструктура не успевает. Те же Салмычи эти были настоящей такой сельской красивой деревней. Там держали коров. Сегодня наши жители поселков поменяли на железных коней. Никто уже коров не держит, а время прошло всего лишь 10-15 лет. Социальная инфраструктура, инженерная инфраструктура не поспевает за развитием поселков. Большие надежды по решению проблем с поселковой инфраструктурой город возлагает на Институт пространственного развития. Его создают по решению Рустама Миниханова. Главная задача к 2030 году – уровень инфраструктуры пригорода и столицы максимально приблизить. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В казанском ЖК «Лесной городок» с 2019 года стоит заброшенный детсад. Почему родители и их дети оказались заложниками конфликта частных собственников объекта? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Как сообщает МВД Татарстана, в ряде интернет-ресурсов, в соцсетях и мессенджерах стали распространяться сообщения о запланированных несогласованных мероприятиях в регионах страны. Ведомство призывает воздержаться от участия в таких акциях, не посещать места, заявленные для них, и предостеречь своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних. Напомним, в республике продолжают действовать антиковидные ограничения. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Также по закону нельзя устраивать шествия и митинги на территориях, прилегающих к зданиям госорганов и экстренных служб. Как сообщают в МВД, правоохранители не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Любые агрессивные действия участников несогласованных акций будут пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к ответственности. В Набережных Челнах вынесли приговор по первому в Татарстане уголовному делу после январских несанкционированных акций, сообщает Татаринформ. 26-летнего челнинца признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и приговорили к ограничению свободы сроком на 6 месяцев. Мужчине запрещается посещать места проведения массовых мероприятий раз в месяц. Он должен отмечаться в УФСИН, не менять место жительства, работы и учебы. Выезжать за пределы города также нельзя. Как стало известно, челнинец в январе призывал присоединиться к митингу и оказывать сопротивление представителям власти. Сообщение опубликовал в комментариях одной из челнинских групп в соцсети. Через неделю татарский мир отметит 135 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В честь этого события президент Татарстана Рустам Миниханов запустил поэтический флешмоб и призвал блогеров и известных людей страны присоединиться к нему. В акции уже принял участие журналист Максим Шарафуддинов, а сейчас присоединился актер Константин Хабенский. Он прочитал отрывок из поэмы «Шурале». Этот лес благоуханный, шире моря, выше туч, словно войско Чингисхана, многошумен и могуч. Летний лес изобразил я. Не воспел еще мой стих нашу осень, нашу зиму и красавиц молодых. Как интернет становится главной площадкой взаимодействия граждан и власти, сегодня говорили в Казани. Здесь открылся двухдневный интенсив «Эффективная работа власти в интернете». На курсах участвует больше 130 человек. Это представители органов власти, сотрудники пресс-служб и специалисты по работе в соцсетях. Как быстро решать проблемы людей и оперативно получать обратную связь? Об этом Рамиль Шайдулин. Присутствующие здесь в зале находится в авангарде работы с информационной повесткой. Азгат Сафаров приветствует всех, кто ежедневно через соцсети общается с людьми. Это и пресс-секретари, и сотрудники органов власти. Сегодня это новый формат работы, который очень востребован жителями. Прекрасно знаете, насколько большое внимание президента республики этим вопросам уделяется внимание. И не случайно мы, наверное, один из первых
создали информационную систему «Народный контроль». Это по большому счету прообраз той системы, в которой сейчас мы работаем. Народный контроль – это, наверное, один из самых ярких примеров того, как на жалобы жителей реагируют власти. Человек пишет просьбу, государство ее видит и выносит решение. Но диалог власти и народа можно сделать еще эффективнее, как сегодня обсуждают в Академии наук Республики. Один из таких инструментов – Центр управления регионом. Создать такие системы во всех субъектах поручил Владимир Путин по национальному проекту «Цифровая экономика». Это ведь не случайно как раз выстраиваются эти коммуникации для того, чтобы действительно быстрее разрешить проблему, чтобы она не проходила цепочку. Министр, замминистра, руководитель аппарата, потом только до исполнителя. Центр объединяет базы и республиканского народного контроля, и федерального инцидент-менеджмента. Так теперь власти будут реагировать на жалобы татарстанцев не только по их обращениям, будут мониторить соцсети. Даже когда президент давал поручение по открытию ЦУРов, у нас перед этим он выступал перед мэрами городов, и он приводил в пример республику как один из регионов, где обратная связь с населением уже успешно работает. К тому же в Татарстане способные специалисты в сфере диджитал. Об этом говорит и федеральный конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций», где больше 20 участников из республики вышли в полуфинал. Проекты совершенно разные, но у всех у них есть одна важная особенность. Они все имели социальную миссию, были направлены на то, чтобы помочь людям, живущим в Татарстане, живущим в России, жить лучше, жить комфортнее, жить интереснее. В течение 2 дней больше 130 человек узнают новые возможности электронного взаимодействия власти и граждан. Татарстан сегодня регион-лидер в сфере внедрения цифровых сервисов по оказанию услуг. Все это отражается на качестве жизни людей. Рамиль Шайдуллин, Нишат Мухаметов, ТНВ, Казань. Владимир Жириновский призвал восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий законопроект партия ЛДПР внесла в Госдуму. Кроме того, партия выступает за снижение пенсионного возраста, пока для тех, кто участвовал в боевых действиях. В очередной раз большинство в Думе проигнорировало законопроект ЛДПР о ежегодной индексации пенсии работающих пенсионеров. В ЛДПР уверены, это большая несправедливость. Но обычные пенсионеры, кто не работает, а кто работает, поэтому надо всем индексировать пенсию. Этого будем добиваться. Потом мы хотим хотя бы понизить пенсионный возраст для тех пенсионеров, которые прошли через ветераны боевых действий. Им восстановить. Мужчины 60, женщины 55. К сожалению, принят был другой закон, когда повысили пенсионный возраст. ЛДПР не голосовала. Но, может быть, теперь поправками мы сможем хотя бы отдельным категориям граждан этот возраст вернуть к прежнему. Фракция ЛДПР выступает за увеличение налога на сверхдоходы. Прошедшее увеличение подоходного налога до 15% для зарабатывающих более 5 миллионов рублей Жириновский считает незначительным. Но давайте не будем жалеть богатых. У них достаточно денег. У нас сегодня в стране там 10% самых богатых не только в нашей стране, но они богатые в мировом масштабе. Посмотрите, какие яхты, самые богатые, дорогие у наших сверхбогатых, сверхбогачей. Ведь за рубежом есть налог на сверхдоходы. Он доходит до 80%. Ты миллиард заработал, вот давай 800 миллионов в казну и распределяем дальше среди бедных. То есть это все, что я предлагаю, это все уже мировая практика, так сказать, имеет такой опыт. В год своего векового юбилея компания «Росгосстрах» увеличит в Татарстане количество агентов и расширит программы страхования. В настоящее время в татарстанском филиале работают 1800 сотрудников и агентов. Для них в Казани прошла конференция, на которой топ-менеджеры компании презентовали новые продукты страховой защиты и сервисные услуги. Именно со страховых агентов началась 100-летняя история Росгосстраха. Они остаются основными носителями знаний о продуктах компании, формируют грамотность населения в вопросах страхования жизни, здоровья, жилья и рисков по имуществу в разных уголках России. В год столетия мы пытаемся вывести на рынок новые страховые продукты, которые в первую очередь будут отличаться повышенными клиентскими ценностями и дополнительными сервисами, которыми наши клиенты смогут воспользоваться, даже если у них не произошло никакого страхового события. Основное кредо Росгосстраха – защитить имущество и здоровье клиентов. Компания одна из первых на российском рынке внедрила набор услуг, ставший актуальным в период пандемии.
Мы первые на рынке начали заниматься действительно серьезно онкострахованием. Мы запустили продукт, направленный на защиту клиентов при вакцинации. То есть клиент может купить страховой полис и уже на следующий день провакцинироваться. Если у него возникают какие-то сложности, то тогда мы выплачиваем или организовываем лечение. Главное для нас ценности – это здоровье наших клиентов, это имущество клиентов. И поэтому компания делает все, и мы делаем все для того, чтобы добежать до наших клиентов и предложить им наиболее оптимальные варианты страхового покрытия. В прошлом году компания ежедневно выплачивала своим клиентам за поврежденное или утраченное жилье и имущество 5 миллионов 700 тысяч рублей. Процесс выплат по страховым событиям с недвижимостью в Росгосстрахе также усовершенствован. За счет использования электронного документооборота и их удаленного оформления сроки выплат сокращаются до 5-8 дней после предоставления всех необходимых документов. Речные круизы на современных теплоходах по Волге и Каме прямо из Казани. В столице республики открылся филиал теплоходной компании «Волга-Волга». Ура! Лента перерезана, звучат аплодисменты. В Казани открылся филиал теплоходной компании «Волга-Волга». Она предлагает речные круизы по живописным местам и историческим городам. Круизы на теплоходах разнообразные. Это и вниз до Астрахани, это вверх и Ленинград, и Москва, это Ярославль, Петрозаводск. И круизы, естественно, на Пермь. Насладиться самыми красивыми уголками страны можно на трехпалубных теплоходах Павел Бажов и Михаил Кутузов, а также на флагмане Камского флота, четырехпалубном Владимире Маяковском. В Татарстан теплоходы компании заезжают уже четверть века. За развитие туризма в республике руководству компании благодарственное письмо. Это было лет примерно 15-18 назад. Я попал на теплоход компании «Волга-Волга». Как заходишь только на теплоход, и сразу же начинается какое-то шоу. И это шоу длится буквально весь рейс. Выбрать круиз по душе можно на улице Московская, 43, второй этаж, офис 21. Приглашаем вас в наш фирменный офис в городе Казань за лучшими круизами по Волге и Каме на наших сказочных теплоходах. Калифорния под миллениумом. Урам, крупнейший экстрим-парк в Европе, открыл сезон в Казани. 8 площадок объединили уличный спорт и стрит-культуру. Конфигурация парка на уровне мировых чемпионатов и Олимпийских игр. Что такое банни-хоп, тач-хоп и джемы, покажет Лилия Кашфарова. Не заехал, а залетел. Это банни-хоп, базовый прыжок от Семена Макарова. Тач-хоп – прыжок с препятствием на переднее колесо. 13-летний райдер тренировался на парковках. Теперь настоящий эйр-парк. Для него и для всех. Помогает в прогрессе. Вот особенно, когда добавили тренинг-зону, она очень помогла многим людям. 19 тысяч квадратов. Памп-треки, асфальтовые трассы из виражей и трамплинов. Зона стрит-плазы напоминает город, лестницы, скаты, перила. Мозаика – отсылка к советскому конструктивизму в честь столетия ТССР. В 70-е годы калифорнийская индустрия недвижимости потерпела кризис. Сотни бассейнов стояли пустыми, их оккупировали скейтеры. Так появилось пространство для катания пул, бассейн без воды. Это гетто-баскет, игра до 7 очков без судей и ограничений. Апельсиновый и лавандовый цвет покрытия под летний закат у «Миллениума». Отдельно площадка для паркура, бетонный ландшафт с перилами и парапетами. В зоне воркаута турники и брусья. Люди собираются, играют все вместе. Вся Казань, можно сказать. Мы очень благодарны тем, кто принимал участие в этом всем. Поэтому всем спорт. Очень здорово, классно, мне нравится это место. Тут же СУАП, экологический обмен вещами и джемы, танцевальные трюки в центре круга. Для экстрима шлем и защита обязательны. Следят инструкторы. До 18 только согласие родителей. Это крутая площадка для молодежи, но очень прошу трезво взвешивать свои силы, уровень подготовки. Сначала потренироваться, сначала быть уверенным, что вы уже готовы. В Татарстане построено порядка 20 подобных парков, способствует развитию спортивно-молодежного туризма внутри Татарстана. В прошлом году за 2 месяца Урам посетили 25 тысяч человек. Впереди международные чемпионаты, а рядом строится крытый парк. Уличные спортсмены будут заниматься без зимних отпусков. Лилия Кашварова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Это все новости к этой минуте. Всего вам доброго и до встречи. Всем миром в Божий ряд мы встанем, ведь дети солнца наш народ. Всем солнце свет дарить мы станем, мир славит наш чувашский род. Раиса Сарби.
каждый сам решает, что лучше. Весомый процент на остаток и бонусные мили. Кэшбэк настоящим золотом за все покупки. Бонусы на заправках и в такси. Все карты от Акбарсбанка созданы для лучшей жизни. А вы выбираете свою. Лучшую именно для вас. Живите лучше. Акбарсбанк. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Специальные условия для пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. Все, что хочу, это Nissan за 980 тысяч. Все, что хочу, резину в подарок. Подробности 4 пятерки 3 единицы. Жить лучше значит достигать своих целей. Акбарсбанк рефинансирует невыгодную ипотеку под 7,77% годовых. Акбарсбанк. Живите лучше. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 3 двойки 0101 и на Чуйкова 54Б. Победа сберегает. У нас детишек много. Конечно, экономим. А еще и в качестве уверены. В магазинах Победа. Колбаса вареная со сливками. Дым Дымыч 69,90. Только в апреле в Лада Канавто на Минской 1 купить новый автомобиль вы можете с ощутимой выгодой до 30 тысяч рублей. Если Лада, то Канавто. Звони и узнавай подробности. 512 12 12. В Белке ликвидация всех шуб. Только одну неделю. Скидки до 50% на все меха. Белка. Татарстан 7. Данила Мастер. Распродажа резных памятников. 202 38 32. Когда я на татарском говорю, увереннее гордость бьется в сердце, и разум разгоняет сумрак серый уныния. И снова я творю, когда я на татарском говорю. Ренат Харис. В студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде на предстоящие сутки буквально через несколько секунд. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца марта доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на прием в Доктор Ост за полцены. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево солнечная и сухая погода сохранится. Умеренно тепло, плюс 10. Солнце порадует жителей набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги. Без осадков и без значительного понижения температуры, плюс 11. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше пока без осадков и ясно. Также до плюс 11. В Арске, Кукмаре и Балтаси аналогичная погода. Умеренно тепло и без осадков. В Болгаре, Дрожжином и Буинске ожидается еще один солнечный день. Днем плюс 10-12 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше немного ветрено, но солнечно. Днем до плюс 12. Лечим варикоз быстро и без боли, без операции. Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» на Достоевского, 40 в Казани. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. Скидка 50% на прием с УЗИ. 212 20 40. Весна на Аптечной улице. В бережных аптеках, аптеках от склада и Экона. Снижение цен. Теуфон 99 рублей. Цитрин 129 рублей. Мироместин 339 рублей. Покупай выгодно. В бережных аптеках, аптеках от склада и Экона. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 30 апреля в аптеках «Икона», «Бережная аптека» и «Аптека от склада» проходит акция «Снижение цен». В Казани днем ясно и солнечно, без осадков. Ночью температура воздуха понизится до 0 градусов, а днем около 10 градусов выше 0.
Ветер восточный умеренный до сильного. Атмосферное давление в норме. Информация от БТИ Республики Татарстан. При оформлении заказа через официальный сайт btirt.ru получите скидку 10%. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему и ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму.